Страницы древнего Евангелия 1677 года Марина Кириченко, главный хранитель Национального музея, перелистывает с особым трепетом. Книга оказалась вдвойне ценной. В ней случайно нашли старинные письма, именуемые грамотками. Мы открыли эту книгу и обнаружили сначала, что вот эти листочки, они вот так были приклеены. И наш реставратор по бумаге, реставратор нашего музея, все это аккуратно отклеила, не повредив текста. И действительно предположения оказались верными, и мы увидели два частных письма 17 века. Открытие, говорит Марина Николаевна, главным образом заслуга приглашенного из Москвы историка и археографа Бориса Морозова. Именно он буква за буквой расшифровал письма. В одном из них, как выяснилось, ямщик Никон Тюрнин, живший в Коме, рассказывал о пути книги из Москвы в Ульяновский монастырь. Это скоропись 17 века, которую выполнил именно сам Никонко Федор, сын Федора Тюрнина, который приехал из Москвы во второй половине 17 века, чтобы восстановить Ульяновскую обитель. Именно из Троицы Стефано-Ульяновского монастыря в 1924 году Евангелие попало в музей. С XIV века обитель считалась хранителем книжной культуры. Одна из самых крупных библиотек края была именно здесь. Специалисты не отрицают, найти подобные грамотки можно и в других монастырских изданиях. Сейчас в фондах музея 137 подобных книг. Это уникальное явление вообще в культуре России, потому что сохранилось их очень немного. И они были изучены очень подробно лингвистами, потому что это живой разговорный язык, это тот русский язык, на котором разговаривали люди. И поэтому, конечно, такая находка именно в нашем музее, она весьма очень важная. Сегодня не все найденные записи расшифрованы. Для продолжения работы Евангелию нужна реставрация. Трудоемкий и очень дорогой процесс. И все же работники музея надеются, что смогут раскрыть все секреты старинной книги. Любовь Филиппова, Василий Янин, телеканал Юрган, Сыктывкар.